Внимание! И по традиции перед большими боями мы вместе с каналом Лютый Спортик сделали для вас разбор боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера, проанализировали шансы обоих спортсменов на победу и сейчас выдадим вам полный расклад по этому поединку. Бой предстоит действительно серьезный, и этот поединок может действительно реабилитировать Федора в глазах его болельщиков за последние выступления. Потому что если Федор сейчас побеждает, он, напомним, становится победителем Гран-при Беллатор. И если в первых двух поединках он победил таких же ветеранов, как и он сам, то сейчас он может победить молодого бойца и достаточно сильного. Что ни говори, а Райан Дуэйн Бейдер далеко не слабый соперник, особенно по современным меркам. Да, его не стоит переоценивать, но совершенно точно это не Чейл Сонен и не Фрэнк Мир, которых победил Федор не так давно, если мы берем именно кондиции нынешних соперников. У Бейдера оптимальный возраст для тяжелого веса, и он находится на пике своей карьеры. Мир и Сонен, как ни крути, но это бойцы, из которых уже сыпется песок. Для Райана Бейдера ставки еще более высоки. Если он бой проиграет, то о нем очень скоро все позабудут, ведь люди, далекие от смешанных единоборств или случайно посматривающие их, узнали о Бейдере только благодаря противостоянию с Федором. Если он проиграет Федору Емельяненко, который является олдовейшим ветераном смешанных единоборств, на карьере Райана можно смело поставить крест. Речь, разумеется, о серьезной карьере в ММА. Как ни крути, но у Федора многочисленные боевые травмы и сотрясения, полученные в ходе длиннейшей карьеры, в которой он давал бой лучшим из лучших на протяжении многих лет. Что касается предшествующих боев Бейдера, он победил Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона. Лаваля он победил сразу же, около 15 секунд. Над Митрионом он доминировал всю дистанцию, показав хорошую силовую борьбу. Федор же Митриону проигрывал, поэтому заочно на бумажке у него есть преимущество перед Федей. Ведь первый бой Беллатора Емельяненко проиграл, но этот бой Федор провел вне Гран-при. Ну, по характеристикам бойцов примерно все понятно. Федор один из сильнейших тяжей современности, очень взрывной, невероятно взрывной. Даже сейчас постаревший Федор едва ли не самый взрывной тяжеловес в ММА, но при этом очень сильно потерявший кондицию. В его действиях появилась небрежность, он стал много пропускать и хуже держать удар, он стал заметно хуже дышать, и такое ощущение, что перестал следовать геймплану на поединок. Порой кажется, что он не придерживается никакой тактики. Все, что можно сказать о Федоре, это то, что на данный момент у него есть набор ощутимых плюсов и ощутимых минусов. При всех минусах, как мы уже говорили, у него отличный взрывной удар и умение работать серийно, что не часто можно встретить в тяжелом дивизионе. Самое интересное, что он в каждый удар во время своих серий вкладывается, но, конечно же, кондиции оставляют желать лучшего. Что касается Бейдера, это такая улучшенная версия Чейла Сонена. Он более молодой, более крупный, наверное, немного хуже борется, если разбирать технику, но в то же время, в отличие от Чейла Сонена, у него есть удар. У него действительно хороший удар, то есть если соперник в стойке допустит грубую ошибку, то Бейдер его может жестко вырубить. Но так же, как и Сонен, Бейдер боится удара, часто перегорает в боях и может просто-напросто сдать бой без боя, как это было в случае поединка с Энтони Джонсоном. Бейдер не духовитый боец сам по себе, он может включить заднюю, сдав бой, и это то, на что Федор может рассчитывать в этой встрече. Ведь с духом и волей стоять до конца у последнего императора проблем не было никогда, даже казалось бы в самых патовых ситуациях. Учитывая пиковые кондиции Бейдера, в этом бою он все же фаворит, но в то же время мы не удивимся, если Федор хорошо попадет и Бейдер просто-напросто морально сдастся. Мы не считаем, что Райан именно явный фаворит, не потому что Федор находится в хорошей форме, а хотя бы потому, что Бейдер тот боец, который может дать по тапкам, и нам кажется, что бой не пройдет всю дистанцию, потому что все поражения, которые были у Федора Емельяненко, они были досрочные, и поражения Райана Бейдера также были досрочные, ни один, ни другой не проигрывали бои по очкам, и нам кажется, что в этом бою тоже кто-то из бойцов кого-то нокаутирует или забьет в ground and pound с остановкой судьи. Но мы, конечно, всей душой и сердцем будем болеть за нашего последнего императора, человека, который внес огромнейший и неоспоримый вклад в развитие отечественного ММА. Удачи тебе, Федор! Друзья, с вами были Бодимания и Лютый Спортик. Подписывайтесь на оба наших канала, смотрите олдскульное видео времен Прайда, топ уничтожений фриков в ММА, занимайтесь спортом. Всем пока!